Пятница, 26 января. Вы смотрите «Заман». Час дня в Киеве, 14:00 в Крыму. В студии Софья Ибляева. Здравствуйте. Оккупационный Центральный райсуд Симферополя в эти минуты должен начать рассмотрение так называемого дела 26 февраля. На предыдущем заседании прокремлевский суд продлил домашний арест для двух фигурантов дела – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи до 7 апреля. Их адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде в связи с семейными обстоятельствами и недоказанностью дела. 5 фигурантов дела Али Асанова, Мустафу Дегерменджи, Скендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Скендера Мирвалиева обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 под стенами Верховной Рады Крыма на митинге за целостность Украины. Я так понимаю, прокуратура для этого и приобщала к материалам дела приговор по Ахтему Чийгозу, он является обязательным для других судов. Нет необходимости доказывать по этому приговору, что были массовые беспорядки, не были, кто руководил и все такое. Коллективный дуа «Молебен» в честь годовщины ареста первых фигурантов сфабрикованного дела о терроризме состоялся накануне в Крыму. На дуа съехались крымские татары из Сакского и Симферопольского районов, Бахчисарая и других городов Крыма. Молебен провели в селе Орлино, это Балаклавский район, в доме Руслана Зейтулаева, которого 3 года назад арестовали оккупанты вместе с Нури Примовым, Рустемом Ваитовым и Фератом Сейфулаевым. Они фигуранты так называемого Севастопольского дела о терроризме. Оккупанты их осудили от 5 до 12 лет. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Мы сегодня и молились, просили Бога, чтобы Он как можно быстрее добился их освобождения, чтобы эти люди были на свободе, потому что наша поддержка для них очень важна в такие трудные минуты в их жизни. Судьба такое дело, что завтра это коснется другого нашего соотечественника, 3-го, 4-го. Сегодня десятки у нас сидят в СИЗО, которые также нуждаются в помощи, но мы уповаем прежде всего на помощь Бога. На следующей неделе в Ростове-на-Дону начнут слушание другого сфабрикованного дела о терроризме, так называемого Ялтинского дела. Против Рифата Алимова, Арсена Джепарова, Эмир Усейна Куку, Муслима Алиева, Энвера Бекирова и Вадима Сирука. АТР продолжает цикл сюжетов про семьи фигурантов этого дела, которые остались без кормильцев. Сегодня расскажем о том, как без сына, отца и мужа скучают родные Арсена Джепарова. 7-летняя Эвелина стеснительно рассказывает о своем друге. Полосатый попугай – заветная мечта девочки. Подарить птичку Эвелине обещал отец, но не успел. Арсена Джепарова арестовали по надуманным обвинениям в так называемом деле о терроризме. Но он сделал все, чтобы осуществить мечту дочки. Потому что я тогда хотела сильно попугая. Она хотела попугая, просила у него, что когда ты вернешься, и папа решил, что вернется он, может быть, не скоро, и ребенку придется очень долго ждать. И он решил ей И он от дяди попросил, чтобы купил мне девочку, попугайчика и привела сына. Зарина, жена Арсена Джепарова, рассказывает, что сначала ФСБшники требовали от мужа, чтобы он дал фальшивые показания против других фигурантов дела о так называемом терроризме. Нужно было, грубо говоря, клеветать, лгать, да, сказать, да, я их видел, прям в прямом смысле, там, будешь делать то-то, все. Арсен говорит, я аж не сдержался, у меня же ненормативная лексика конкретно, говорит, там, пошла. Но мы как бы стали... Первая сразу фраза была, что однозначно мы этого делать не будем. Но через несколько месяцев после этого в дом Джепаровых в селе Краснокаменка силовики пришли с обыском. Слышу такой шум, гам, как будто, я думаю, война что ли в Крыму началась, не могла понять. Тут слышу, Заринка кричит, подождите, подождите, не ломайте, я открою. Они через сетку перелезли с 2 ломами, один оттуда, один отсюда. Арзы Ханум с грустью рассказывает, сколько всего дома сделал сын. Вот построенный Арсеном навес, а вот лестница и кованые перила. Мать вспоминает, незадолго до ареста Арсен увлекся ковкой. Планировал многое сделать, но не успел. И вот он сделал вот этот навес, Арсен. Я говорю, Арсен, знаешь, вот вообще, говорю, было бы классно, говорю, вот здесь бы, говорю, топчан такой сделать. Он говорит, мам, давай я железо не буду, я, говорит, с досок сделаю. И реально он прям вырезал бока, вот это вот так красиво все было. И сделал вот здесь вот топчан нам.
Зарина рассказывает, как в СИЗО ее мужа пытались морально сломать и любой ценой заставить сотрудничать со следствием. За отказ неоднократно бросали в карцер, а потом бросили в камеру с насильниками и больными СПИДом и туберкулезом. После этого здоровье мужчины пошатнулось. Его мучает сильный кашель. У него довольно-таки он как сухой, болит вот грудь сильно. И вот сколько мы с адвокатом старались, лекарства сейчас не передать, это очень сложно. Нужно дождаться, пока ему сделают обследование врач, потом даст назначение, и на назначение можно передать лекарства. Вот на протяжении нескольких месяцев мы уже даже когда с адвокатом смеялись, в течение каждого дня он писал заявление на то, чтобы ему сделали обследование. Он уже начал переживать, чтобы это был как бы, не туберкулез. Зарина держится мужественно и старается не падать духом. Несмотря на возможные сложности, будет ездить на судебные заседания мужа в Ростов-на-Дону. Там на днях Северокавказский военный окружной суд начал рассматривать дело ялтинцев о так называемом терроризме. Он переживал, когда 5 лет, мы на свидании были, говорю, 5 лет. Ну что, как бы не особо много, там туда-сюда уже прошло. А когда сказали 12, я говорю, 6 тебе, 6 мне уже меньше. Считай почти, что первый. Говорю, мы же вместе, говорю, мы прорвемся. Говорю. Илья Тарасов, Риана Алиева, Заман, АТР. Протест против циничного давления России на крымских татар в оккупированном Крыму выразила МИД Украины. Это стало реакцией на очередные обыски и незаконные судилища. Накануне 2 крымских татар обвинили в пропаганде экстремизма и осудили. Эбатира Ислямова из Нижнегорского района подконтрольный Кремлю суд оштрафовал на 2000 рублей. Энвера Кроша из Джанкоя арестовали на 10 суток. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров уверен, обыски – это очередное проявление давления на несогласное с оккупацией коренное население Крыма. Российские оккупанты продолжают политику выдавливания. Крымские татары в результате такого давления они все больше объединяются возле друг друга. И люди уже все осознали о том, что лишь единство може допомогти всім нам протистояти російським агресорам. Це цинічні абсолютно репресії проти як і корінного народу Криму, так і етнічних українців, які проживають в Криму. Тобто Росія намагається витіснити корінне населення з Криму і заселити росіянами. Фактично здійснюється геноцид. Це все вкладається в нашу доказову базу, яку ми потім будемо надавати в Міжнародний суд ООН, оскільки там зараз розглядається справа Україна проти Росії. В поддержку преследуемых оккупантами крымских татар выступают и киевские общественники. Под зданием посольства Российской Федерации в Киеве прошла 19-я акция с названием «Где Эрвин?». Активисты организации «Крымсоц» в этот раз провели сразу несколько пикетов. Для протеста они выбрали символический способ, популярный ныне в оккупированном Крыму – одиночные пикеты. Сегодня мы выходим в формате одиночных пикетов, потому что такие акции протеста получили такую популярность, и фактически это единственная возможность проявлять какую-то солидарность и протест на территории Крыма. Месседж этой акции, да, что за одним человеком стоят тысячи людей. На материковой Украине продолжается крымский марафон. Участники акции собирают деньги для крымских активистов, репрессированных российскими властями. Собранные средства пойдут на погашение штрафов, в частности, и для участников одиночных пикетов. Марафон проходит в нескольких украинских городах. Подробнее об акции в Херсоне. Далее в сюжете. Руслан – крымчанин из Симферополя. 3 месяца назад из-за преследования российской властью переехал вместе с женой и 6 детьми в Херсон. Поэтому решил присоединиться к акции и поддержать соотечественников. Решил не остаться в стороне и проявить свою сплоченность со своим народом, чтобы не оставалось. Если каждый будет это проявлять, то народ он будет единый и целый. И тогда им будет бороться против народа очень сложно. Присоединился к акции и Али. В Херсоне проездом, живет в аннексированном Крыму. Рассказывает, сам был свидетелем обысков в домах крымских татар. Поэтому не мог быть в стороне марафона по сбору средств в поддержку политзаключенных кремлевского режима. Может приехать 2 автобуса, то есть два автобуса милиционеров, полицейских, ОМОНа, да, за одно лишь какое-то административное нарушение. То есть делают такой
бардак из-за мелочи какой-то. Ну, чтобы навести шума, да, чтобы людей запугать. Руслан говорит, бывают разные дни и разные люди. Кто-то проходит мимо, кто-то интересуется и поддерживает. Хлопці просто-напросто роблять добру справу. Вони кажуть, що ті, хто забрав кацапирдя, повинні бути повернуті на свою батьківщину. Незалежно від того, чи він українець, чи він татарин, чи хто б він не був. Кримчан підтримує весь український народ. Ну, я вірю, що дуже скоро Крим буде український. Він є український, але він буде український. Перемога буде за нами. В Херсоне акция продлится до 30 января. Собранные средства передадут репрессированным Россией крымчанам для уплаты наложенных на них штрафов. Евгений Кучеров, Заман, АТР. Лидеры крымских татар в очередной раз призывают бойкотировать выборы президента России в Крыму, запланированные на 18 марта. Этот день оккупанты выбрали не случайно. Это третья годовщина так называемого Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас на аннексированном полуострове идет активная пропутинская пропаганда. Накануне в Симферополе крымско-татарские коллаборанты призвали крымчан голосовать за Владимира Путина. Самопровозглашенные крымско-татарские старейшины и прокремлевский муфтият подписали обращение к крымчанам, где в очередной раз рассказывают о плюсах российской оккупации. Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов обратился к своим соотечественникам, проживающим на полуострове. Все, что происходит, и все, что там заявляют ставленники Кремля, которые сейчас там остались, неважно какой на ней национальности, они все, как гавкающие шавки, абсолютно никакой роли не играют. В общемировом, не только даже в общекрымском масштабе, они никакой роли не играют. Это просто телевизионная картинка, которая должна на кого-то сработать. Чтобы в Москве увидели и какой-нибудь там обязательно там какой-то маленький тортик или кусок пирога какой-нибудь им насыпали. Ранее председатель Меджлиса Рифат Чубаров и лидер крымских татар Мустафа Джемилев также призвали крымчан бойкотировать предстоящие выборы президента России, так же, как и так называемый референдум 2015 года. Узник Кремля Александр Кольченко просит писать ему письма. На днях сокоординатор украинского проекта «Без границ» Максим Буткевич получил письмо от политзаключенного из российской колонии в Челябинской области. Александр просит чаще ему писать и не присылать бандероли и посылки. Александр Кольченко и Олег Сенцов осуждены в России по обвинению в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Кольченко посадили на 10 лет, Сенцова осудили на 20 лет колонии строгого режима. Жизнь тут настолько бедна событиями, источниками новых впечатлений, мыслей, что зачастую не знаешь, о чем писать даже знакомым людям. Наверное, это самая значительная, весомая причина, по которой я отвечаю на письма с таким опозданием, и многие оставляю без ответа. Беспрецедентный случай в российском Сочи. Там медики выбросили на улицу пациента. Кадры, на которых две женщины в белых халатах на каталке вывозят больного мужчину из больницы, зафиксировали случайные прохожие. Медики вывезли мужчину за территорию больницы и оставили за гаражами. Прохожие вызвали скорую. Что вы орете, не могу понять. Ничего. Вы за своей работой смотрите. Да разбей, попробуй. Ага. Герои нашлись. Лично я тебе не разрешал. А мне не надо разрешения ваше. Да чтобы такое потом больше не повторялось, поэтому снимаю. Детектив в Харькове. СБУ и прокуратура сымитировали смерть чиновника, чтобы предупредить заказное убийство. Киллера наняла бывшая теща. Попросила, чтобы убийство выглядело как естественная смерть. Накануне в интернете появилось видео с регистратора. На кадрах чиновник выходит из собственного внедорожника, идет навстречу к врачам, которых якобы успел вызвать, когда почувствовал сердечный приступ. Затем инфаркт, мужчина падает. Мэрия даже выразила соболезнования на официальном сайте, а на следующий день оказалось, мужчина жив. А кадры в интернете – это имитация. Заказала чиновника его бывшая теща якобы из-за его имущества. 62-летнюю женщину задержали, ей грозит до 15 лет тюрьмы. За вчинення цього злочину жінка пропонувала грошову винагороду в розмірі $10 000 США.
В результаті спецоперації вдалося не тільки попередити вбивство, а й викрити зловмисницю. Оперативники спецслужби ретельно в усіх дрібницях зімітували вчинення злочину. Організаторка злочину була затримана на гарячому під час остаточного рахунку за виконання замовлення. Это все, что мы успеваем рассказать к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» с Мавилей Мухтаровой уже менее чем через час. Будьте с АТР. Хорошего дня.